А если же ровно? Несколько секунд, буквально 5 секунд. Все понятно. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать активных участников Республиканского методического объединения педагогов в области искусства. Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание, на котором будут представлены итоги деятельности РМО учителей предметной области искусства в контексте решения очень важных профессиональных задач развития художественного образования в нашей республике. 2019 год стал знаковым годом в контексте межведомственного взаимодействия. Мы провели вместе с вами, как активными участниками, Всероссийскую конференцию «Перспективы и актуальные проблемы художественного образования». И сегодня в рамках заседания будет проходить круглый стол с участниками и организаторами Всероссийской конференции. И очень важно, что именно профессиональное сообщество, объединение, которое сегодня определяет нашу профессиональную позицию, объединение учителей, сегодня заявляет именно о новых результатах, очень важных для республиканского сообщества. Уважаемые коллеги, Комреспубликанский институт развития и образования приветствует всех активных участников Всероссийской конференции. И, конечно, мы осознаем, что именно благодаря профессиональному взаимодействию с опорным вузом Республики Коми, с представителями профессиональных образовательных организаций и, конечно, с участием Института художественного образования и культурологии Российской академии образования мы смогли с вами выйти на новые результаты, которые определяют развитие художественного образования на уровне республики уже в 2020 году. И позвольте мне, как ректору института, представить, даже проанонсировать вам очень важное мероприятие, которое будет проходить в нашем институте в рамках Северного культурного форума. Уважаемые коллеги, мы 12-13 марта на нашей базе будем проводить методические семинары, которые будут являться профессиональным продолжением именно, наверное, тех тем, которые обсуждались на Всероссийской конференции. И также мы будем проводить круглый стол с участием федеральных экспертов. Очень разнообразная тематика, и мы очень надеемся, что сегодня обсуждаемая резолюция, она станет основанием для дальнейшей нашей совместной работы. Я очень рада, что у вас сегодня есть возможность онлайн подключиться к круглому столу, и вы имеете возможность в онлайн-режиме задавать вопросы. Конечно, я очень рада, что Наталья Геннадьевна Торлопова является идеологом развития нашей системы художественного образования. И нам очень важно, что на уровне федерации сегодня уже осознают, что Республика Коми сегодня включена в самые трендовые процессы, которые направлены на обновление системы образования и в том числе предметной области искусства. Поэтому, уважаемые коллеги, я к вам еще раз обращаюсь именно как к активистам, как к профессиональному сообществу, которое сегодня может не только ставить какие-то вопросы, но и решать актуальные задачи. И, конечно, именно благодаря нашим совместным профессиональным усилиям, я думаю, что на уровне Российской Федерации, наша Республика Коми, вы, как профессиональное сообщество, будете заявлять именно о новых достижениях в рамках развития предметной области искусства. Коллеги, я вам желаю успешной работы. Я надеюсь, ваши решения будут важны для каждого из нас и, конечно, для педагогов, которые работают и в сфере образования, и в сфере культуры. Коллеги, удачной работы. Спасибо. Спасибо.
Добрый день, коллеги. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям, то, что у нас сегодня такое знаковое событие, круглый стол по итогам конференции. И хочу представить наших гостей. В первую очередь я хочу представить представителей опорного вуза, это Сыктывкарского государственного университета. Это Уваровская Ольга Валентиновна, доцент кафедры кафедры общей и специальной педагогики Института педагогики и психологии. И Побелецкая Вита Федоровна, доцент кафедры начального образования Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета. Здесь же представители СУЗов у нас находятся. Я вижу здесь Рожина Анастасия Владимировна, зав. Отделением, кандидат исторических наук Сыктывкарского государственного педагогического колледжа, гуманитарного колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова, и Ольга Вячеславовна Гонтарева, заместитель директора по научно-методической работе колледжа искусств Республики Коми. Не буду всю аббревиатуру называть. И у нас один из представителей, хотя тоже считается государственное профессиональное образование, гимназия искусств, это Витязева Ирина Альбертовна, заведующая художественным отделением гимназии искусств при главе Республики Коми. Вот здесь сегодня у нас представители организаторов, которые помогли нам, в общем-то, справиться с такой крупной задачей, как Всероссийская практическая конференция. И сегодня мы должны с вами выслушать итоги по конференции. Я подготовила небольшой доклад. И резолюцию, которую мы должны с вами принять. И общий такой свободный микрофон. То есть просто высказаться по результатам проведенной. Может быть, какие-то перспективы наметятся или еще что-то. То есть вот такой план. Можно, в принципе... Я просто сяду как раз... Значит, итак, коллеги, я очень рада, что у нас получилось такое событие. Событие долгожданное. Мало того, что оно такое долгожданное, оно было у нас в необычном формате проведено. Кстати, если говорить о всероссийских вариантах, то это не так часто проводятся эти конференции, вот именно в онлайн-режиме, и они проходят в таком, скажем, пролонгированном формате, что в течение 2 месяцев можно было принимать участие, обсуждать и смотреть материалы конференции. И уже на сегодняшний день у нас есть результат. Мы представляли наш проект на конкурсе и получили приз, победу, диплом за организацию этой конференции. Мы немножко попозже об этом скажем, но сейчас я просто подведу итоги, чтобы хотя бы был предмет нашего разговора такой, вот понятно, о чем мы будем говорить, и о чем велась речь. И, а те, кто у нас не присутствовал на конференции, не принимал в этом году участие, то есть они просто для себя познакомятся с нашими результатами. Итак, вот с 3 декабря 2019 года по 31 января 2019 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и актуальные проблемы художественного образования». Учредителем и организатором которой является Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. Конференция проводилась при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина с привлечением Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, колледжа искусств Республики Коми, колледжа культуры имени Чисталева, у них тоже были участники, и они оказывали помощь гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы к организации этой конференции присоединились все организации, у которых есть художественное образование и которые косвенно или прямо принимают участие в организации образовательных процессов по художественным направлениям. Нам очень бы хотелось, чтобы к нам присоединялась Национальная галерея Республики Коми и выставочные залы культуры. Нам очень бы хотелось, чтобы активно принимали участие центры повышения квалификации культуры, потому что задачи наши, они, скажем так, одни, хоть и мы разные, организации разных ведомств, но тем не менее задачи мы решаем одни и те же.
Конференция была проведена с целью обобщения и трансляции результатов научного и методического поиска, решения актуальных проблем художественного образования и их общественно-профессионального обсуждения. Проблемное поле конференции составили ключевые направления развития художественного образования на современном этапе. Это современные технологии обучения, воспитания в рамках реализации концепции преподавания предметов в области искусства в общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Интеграция общего дополнительного и профессионального образования для создания единого научно-методического пространства художественного образования. Эффективные формы и методы реализации классических и современных педагогических технологий в основном дополнительном и профессиональном художественном образовании по отраслям искусства. Образовательные и воспитательные возможности художественного образования, организация мероприятий в системе сетевого взаимодействия между организациями общего образования, дополнительного образования и профессионального образования. Опыт преемственности и последовательности в реализации этнокультурного содержания на всех уровнях художественного образования в сферах культуры и образования. Вопросы организации профессионального образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров для художественного образования. Актуальные аспекты теории, истории и методологии искусствознания для совершенствования образовательного и воспитательного процесса в непрерывном художественном образовании. Конференция прошла в трех, скажем так, этапах. Первый этап – это был заочный этап, где через сайт конференции в ситуации офлайн была организована работа тематических площадок. Вот все направления, которые я сейчас перечислила, то есть каждый участник мог зарегистрироваться в одном из направлений и представить свой материал для обсуждения. В то же время была организована еще мобильная дискуссионная площадка. Она имеется на главной странице сайта в социальной сети ВКонтакте. Собственно, в режиме форума можно было какие-то вопросы обсудить, и представлялась мобильная информация. То есть по результатам проведенных мероприятий можно было сразу увидеть какие-то материалы. Затем 4 и 5 декабря конференция проходила в очном формате. Это были пленарные секционные заседания. Я знаю, что коллеги присутствовали на этих мероприятиях, где это выставки, это стендовые доклады, это мастер-классы и вот иные визуальные электронные формы, которые мы могли наблюдать. В рамках очных мероприятий у нас было 2 рабочих дня. Первый рабочий – это пленарные секционные доклады, а второй день у нас был посвящен полностью мастер-классам. И все мастер-классы транслировались, можно было посмотреть в течение дня. У нас 6 мастер-классов, и ваши коллеги демонстрировали свои профессиональные возможности именно в реализации художественного обучения. В рамках конференции, так как все-таки у нас художественное образование, нам бы очень хотелось, чтобы формат конференции не был таким стандартным, потому что все-таки область художественного образования – это широкий презентационный вариант, это и выставки, это и различные презентации, это концерты, это выступления. И у нас в этот раз это получилось, потому что на открытии выставки у нас принимали участие студенты колледжа искусств. Спасибо большое, потому что они замечательно выступили и создали замечательное настроение, атмосферу этой конференции. Выступали дети с концертами. Это показана была работа именно руководителя с хором детским. Тоже замечательное было выступление. И я думаю, что вот 3 выставки, которые прошли, это персональная выставка Анны Кондратьевой, «Завиток на мягкой лапке», замечательно, он вызвал такой достаточно интересные отклики. Замечательная выставка педагогов, которые у нас уже ежегодно, не ежегодно, но хотя бы раз в 2 года мы принимаем участие в педагогическом вернисаже. То есть педагогический вернисаж у нас прошел не в рамках конкурса, а в рамках выставки. И еще одна выставка, она явилась у нас, скажем так,
докладом, выступлением, презентацией опыта гимназии искусств. Нам прошло замечательное шоу «Открытие выставки детских работ», которое вот приняла участие у нас Нина Альбертовна. Мы были на этом шоу, и кто присутствовал, все могут сказать, что это такое потрясающее было событие, и где мы увидели, как может быть реализован метапредмет, организация метапредметной деятельности детей вот в полном комплексном варианте. То есть просто замечательное было представление. Нашу конференцию представляли федеральные эксперты. Спасибо большое Институту культуры и сейчас скажу правильно, Институт художественного образования и культуры Российской академии наук, конечно, Акишина Екатерина Михайловна представляли нам заочно материалы и доклады, которые были настолько актуальны, настолько интересны, что, собственно, они задали тон конференции, и коллеги Екатерины Михайловны, а их было 5 человек, они представили свои материалы, которыми можно было познакомиться на конференции. Я думаю, что кто заглядывал и смотрел, я думаю, что для них эти материалы были колоссально полезны. Я должна поблагодарить еще 2 федеральных экспертов. Они откликнулись для поддержки нашей конференции. Это Смирнова Наталья Борисовна, завкафедрой декоративно-прикладного искусства Чебоксарского университета, то есть же отделение, то есть худграфа, художественно-графического факультета, и Хворостова Дмитрия Анатольевича, доктора педагогических, они оба доктора педагогических наук, профессор Российской академии образования, член Союза дизайнеров России, за поддержку наших выставочных вариантов конференции. То есть мы в полной мере можем сказать, что конференция, статус конференции благодаря нашим федеральным экспертам был высочайший, просто высочайший. В конференции приняли участие, конечно, у нас, в первую очередь, конечно, педагоги и преподаватели, я думаю, потому что это те люди, ради которых, собственно, была и задумана эта конференция. Вот. И преподаватели высшей школы хорошо очень поддержали студенты университета своими курсовыми и творческими докладами. Ну, можем сказать, то есть это представители Москвы, Орла, Чебоксар, то есть и, конечно, представительство других. Липецк принимал участие. Сайт собрал 120 участников, вот зарегистрированных участников 120, и в очных мероприятиях приняло участие там более 60 человек. То есть вот такая цифровая отметка. Участники конференции отметили, что представленные форматы проведения конференции – это новая инновационная форма повышения квалификации педагогических кадров, позволяющая в интерактивном режиме формировать мотивацию и развивать педагогический опыт в области художественного образования. Кроме того, совершенствовать преподавание художественных практик с учетом приобретения личного творческого опыта. В своих выступлениях отмечали необходимость формирования профессиональной мотивации и имеющейся готовности художественно-педагогических кадров к совершенствованию своих профессиональных компетенций на основе новых подходов, новых форм к научному, научно-методическому и информационному сопровождению системы художественного образования обучающихся, внедрение научных разработок, культурного потенциала территорий, передового педагогического опыта и создание профессионального кластера по художественному образованию Республики Коми для решения эффективности художественного образования как важное условие формирования компетенций и навыков 21 века. По итогам обсуждения участниками конференции сделаны следующие выводы, предложения. Я их зачту, потому что они очень важные. Первый вывод – это область искусства является средой для социализации личности в современном обществе и формирования человеческого мировоззрения, поддержана эстетическими и нравственными аспектами. В Республике Коми существует и функционирует уровневая система художественного образования, представленная образовательными организациями различных уровней современного образования, общеобразовательные школы, гимназии, художественные направленности в системе дополнительного образования детей, сеть специализированных школ искусств и детских художественных школ, художественные студии различного тематического содержания, художественные направления в профессиональном образовании средних и высших учебных заведений, некоммерческие организации, предлагающие услуги художественного образования всех направлений, и художественные студии, открытые частными предпринимателями.
Предметная область искусства, как одно из направлений общего образования, находит свое продолжение в организации воспитательных процессов дополнительного образования, в организации профессионального образования. Непрерывность и преемственность предметной области искусства являются основой формирования личности, которая знает и любит культуру своей страны, своего региона и направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие. В организации художественного образования на любом уровне важное значение имеют межпредметные связи между школьными предметами, что влияет на положительное влияние знаний и умений предметной области искусства на изучение других школьных предметов естественно-научного направления, физика, химия, география, математика и геометрия, и гуманитарной области, история, литература, обществознание. В связи с чем необходимо всесторонне налаживать межпредметные средства коллективных и индивидуально учебно-творческих проектов. Для совершенствования возможностей предметной области искусства следует развивать механизмы координации и интеграции с неурочной деятельностью и дополнительным художественным образованием с использованием этнокультурных и национальных особенностей региона. Для модернизации содержания и методики преподавания предметной области искусства необходимо создание учебно-методических материалов нового поколения, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся, использование электронных и мультимедийных технологий, современных средств диагностики, достижения результатов обучающихся. Модернизация учебно-методических и технических условий для реализации предметной области искусства определяется не только возможностями и средствами информационно-компьютерных технологий, но и созданием в образовательных организациях комплексов специализированных мастерских, изобразительное искусство и дизайн, декоративно-прикладного творчества, концертно-выставочным пространством и комплектованием баз специального оборудования, мольберты, станки, натурные фонды, комплекты музыкальных инструментов для владения музыкально-исполнительскими навыками и другим. В условиях реализации художественного образования необходимо повсеместно повышать статус педагога искусства и оказывать им поддержку в области формирования и совершенствования профессиональных художественных компетенций и педагогического мастерства. Важными формами, направленными на профессиональную ориентацию и развитие творческих способностей обучающихся, является уровневая система разнообразных тематических творческих конкурсов, составленная с учетом преемственности и последовательности. Конференция позволила собрать и обобщить современный педагогический и методический опыт реализации художественного образования. Кроме того, форма проведения конференции предлагает актуальную форму организации научно-методической коммуникации и повышения квалификации учителей и преподавателей средствами веб-сайта конференции. Ну, это вот такие основные предложения, которые мы, собственно, выявили по результатам проведенной конференции. И, собственно, несколько вопросов резолюции. Я его прочту. Мы с вами как раз, я думаю, просто ее уже примем. А потом мы в режиме разговоров, собственно, поделимся впечатлениями по результатам нашего события, которое было. В резолюции мы пишем только несколько предложений. Значит, Министерство культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми и Министерство образования, науки и молодежной политики. Первое. Организовать формирование межведомственной актуальной базы научно-методических, обучающих и конкурсных мероприятий для педагогов искусства. Организация профессиональных конкурсов, трансляция и публикация актуального художественно-педагогического опыта, практика, ориентированные семинары и вебинары, межведомственные конференции, фестивали, мастер-классы и другое. По принципу непрерывности и преемственности методического содержания художественного образования. Второе. Рассмотреть вопрос о создании единой научно-методической службы, единого электронного методического ресурса по аналогии с площадкой Республиканского методического объединения учителей предметной области искусства на портале «Открытое образование Республики Коми» для трансляции и публикации методического опыта по принципам непрерывности, преемственности художественного образования. И третье. Организовать помощь и содействие в создании общественной ассоциации, профессионального сообщества, деятельность которого направлена на развитие методического и профессионального взаимодействия в проблемном поле межуровневого художественного образования. Предложение Институту развития образования и ГАУ РК Центр народного творчества и повышения квалификации. Организация единой электронной методической среды творческих конкурсов, обучающихся и оказание экспертной поддержки творческим мероприятиям для обучающейся молодежи в направлении художественного образования.
Координация и сопровождение имеющейся опыта информационно-методической организации и презентации художественно-творческого опыта педагогов искусства Республики Коми. Выставки, мастер-классы, просветительские мероприятия. Руководителям образовательных организаций. Предоставление условий для обоснованного и методически корректного включения обучающихся в уровневую систему творческих конкурсов, направленных на поддержку творческих способностей и профессиональную ориентацию. Формирование на базе образовательных организаций индивидуальных условий для творческого и профессионального самоопределения. Оказать содействие в создании условий для формирования системы профессионального развития и совершенствования художественно-педагогических компетенций и участия в деятельности профессионального сообщества педагогов искусства. Ну и, собственно, педагогам и преподавателям, то есть для кого проводилась конференция, это принимать активное участие во всероссийских творческих проектах, художественных акциях и рассмотреть возможность участия в съезде представителей педагогической общественности для организации Общественной ассоциации педагогов искусства в Республике Коми. Кто за данную резолюцию? Хорошая резолюция. Можно немного Да. предложение там по поводу конкурсов? Да? Вы Да. предлагаете именно ЦНТ и ПК, то есть по организацию конкурсов. Но хотела напомнить, что у нас такой конкурс существует, мир, в котором мы живем, организатором которым Мы говорим- и колледж, и Мы говорим о межуровневом так там взаимодействии межуровень, и там преемственности. СЧИ и СПУ у нас участвуют. Мы сейчас хотим расширять уже и третий. Ну вот давайте вот как раз с этого и начнем объединять Нет, у нас там усилия. участвуют именно что студенты и учащиеся школ. То есть уже такая Я преемственность. прокомментирую эту ситуацию по поводу вот этого резолюции и вот этого ответа. В силу того, что я уже давно занимаюсь, в общем-то, и конкурсным пространством детским, и взрослым конкурсным пространством, на сегодняшний день не до конца организована система взаимодействия ведомственная. То есть конкурсы ведомства культуры проходят сами по себе, конкурсы ведомства образования идут сами по себе. Вот хотелось бы, чтобы была единая площадка, где, собственно, участники наши, а они одни и те же участники, понимаете? То есть чтобы и мы каким-то образом, или хотя бы через экспертное сообщество, да, то есть экспертов, мы могли бы вырабатывать свои методики, свои требования к организации и проведению, и просмотру этих работ. Вот я, собственно, поэтому это внесла в резолюцию. Ну тогда, в принципе, у нас тоже здесь мир, в котором мы живем, участвует управление образования, но больше, конечно, по финансовой части только они принимают участие. Вот. Да хорошо, хоть финансовая тоже. Ну, чуть-чуть, да. Нам бы хотелось, конечно, поднимать методическую уровневую я понимаю. ситуацию. Ну, собственно, я думаю, что мы за основу эту резолюцию принимаем. Я думаю, те, кто сейчас нам смотрит, они согласятся с этим. Это, собственно, план для нашей работы, для организации вот именно уровневой непрерывной системы образования. Я, собственно, свою как бы миссию на сегодняшний момент рассказала, потому что, конечно, не очень приятно сообщить о том, что мы с Ольгой Валентиновной подали заявку в Нижний Новгород для участия по нашему проекту, на международный конкурс. И да, очень быстро мы подготовили материал. Благодаря этому материалу мы сегодня смогли зачитать и итоги конференции, потому что мы обобщили уже опыт тогда. И результат нам дал, что мы первое место получили по проекту, по нашему проекту получил первое место. Молодцы, Да. поздравляем. Да. Ну, вот, ну, я думаю, уже просто имиджевая составляющая нашей конференции поднимает статус. То есть, Медальку уже присоединяйте, когда... она уже присоединена. Если зайти на сайт, то можно увидеть, что эти дипломы, уже можно их увидеть и посмотреть, что она уже отмечена, эта конференция, своей медалью. Я думаю, я сейчас дам слово моим соорганизаторам, Ольге Валентине Уровской и Вите Федоровне, потому что они у меня такие активные помощницы, они мне помогли провести очные секционные мероприятия. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Ну, что хотелось бы, во-первых, сказать об этой конференции. Вот, на мой взгляд, эта конференция — это просто событийное мероприятие вот, в рамках художественного образования, которые на конференции все-таки мы смогли собрать большинство тех, кто занимается художественным образованием. И музыкой, скажем, и хореографией, и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством. И театральным искусством. Да. Наверное, это очень важно все это делать как бы
совместно, потому что все это вместе нам позволяет, во-первых, формировать эстетически направленных наших школьников. Что бы мы ни говорили, художественное образование – это огромная часть эстетического воспитания. Ведь недаром говорят, красота спасет мир. Поэтому, наверное, чем больше мы будем обучающихся, привлекать обучающихся к этой деятельности, наверное, это нам даст хороший результат того, что они не пойдут на улицу курить, да, они там не будут заниматься наркоманией и так далее, а они будут творить. Потому что художественное образование, оно растит еще и творцов. Вот я думаю, что на это надо обратить внимание. И, конечно, очень часто вот были высказывания, что да, уменьшено количество часов на ИЗО, ИЗО и так далее. Коллеги, я думаю, что на самом деле это количество часов не уменьшено, если мы внимательно изучим с вами федеральный государственный стандарт школьного образования. Там сегодня до 10 часов в неделю отводится на внеурочную деятельность. Вот эта внеурочная деятельность, я считаю, это кладезь сегодня для того, чтобы заниматься художественным образованием в различных направлениях, где дети бы с удовольствием ходили заниматься. Конечно, мы должны понимать, что когда мы организуем в рамках внеурочной деятельности, там очень четко прописана одна фраза: занятия не должны проходить как уроки. Вот насколько мы сегодня умеем организовать деятельность учащихся во внеурочной деятельности таким образом, чтобы для них это был не просто урок, а им было бы там интересно, они бы там могли показывать себя. Потому что, например, тем, кому трудно дается, скажем, математика, физика, но он очень способен в этом направлении. Вот представляете, каким он будет там успешным. Ведь не зря сегодня один из национальных проектов образования – это успех каждого. И, наверное, вот хотя бы, если даже несколько детей у нас себя почувствуют успешными, это будет не только их успех, это будет успех нас, это будет успех вообще нашей школы. Поэтому, наверное, надо на это обратить внимание. Вот как раз хотела бы я об этом немножко сказать. Спасибо. В дополнение, Ольга Валентиновна, насчет внеурочки, вот сейчас, когда приезжают к нам московские эксперты, они вот как раз вот 12-13 марта наши площадки, они будут направлены как раз на организацию взаимодействия между дополнительным образованием, профессиональным образованием и именно содержанием неурочной деятельности, именно на предметное содержание, то есть как можно в рамках неурочной деятельности давать конкретные, предметные, то есть и осваивать предметные результаты по направлению музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры. То есть это является некой базой для уже будущих профессиональных как бы учебных заведений. То есть дети, получившие во внеурочке направление, закрепившие в дополнительном образовании, они потом максимально могут прийти в профессиональную школу. Наталья Геннадьевна, еще здесь хотела бы добавить, как-то упустила сразу, что сегодня все-таки, наверное, у нас ведь еще есть и классные часы. И я думаю, что в связи с тем, что пусть небольшую доплату сделали классным руководителям, но они сегодня хоть как-то могут их проводить. Вот все-таки, когда мы проводим итоги практики со студентами, когда они у нас побывали в школе, вот что мы видим? Что я у них спрашиваю: вам дает классный руководитель, скажем, темы классных часов? Да. Почему мы сегодня в 10-11 классе проводим классные часы по правилам дорожного движения? Почему мы в 11-10 классе как-то не связываем классные часы именно с художественным образованием? Эстетика чувств, эстетика переживаний, в конце концов. В конце Тем более нас это окружает, да. Либо проходят, значит, по алкоголизму, либо по наркомании. Да. Я, например, студентам запретила проводить вообще в школе мероприятия во время практики, связанные с наркоманией, алкоголизмом и курением. Коллеги Потому что если у нас соглашаются. не будет изменений в духовно-нравственном воспитании, в эстетическом воспитании, у нас не будет результата. Потому что его пока сегодня у нас и нет. Потому что классные часы в основном идут как раз в этом направлении. Ну, либо какие-то там идут игры. Наверное, это тоже нужно, там что, где, когда, по знаниям и так далее. Но, наверное, нужны сегодня
сегодня мероприятия, которые касаются чувства. Потому что у нас дети в основном сидят за компьютером, да, они не разговаривают друг с другом, они не умеют общаться. Отсюда молодой учитель, который приходит в школу, он тоже этого не умеет делать. Наверное, надо тоже вот, используя как раз художественное образование, наверное, можно как-то эти вопросы решать и какие-то компетенции в этом плане как раз формировать у наших учащихся. Да. Общекультурные Да, компетенции. потому что если мы посмотрим с вами модель образования 3.0, там очень четко прописано, там несколько всего компетенций, навыков прописано. Но вот если говорить о художественном образовании, то это прежде всего сегодня должны быть у нас коммуникативные навыки, потому что даже если потом человек будет художником, но он не умеет продвинуть свои картины, да, наверное, это тоже сложно. Наверное, этому тоже надо учить, когда мы работаем в плане художественного образования. Наверное, мы должны учить коммуникации, да, как уметь общаться, да, каким образом, в общем-то, идет. говорить друг другу хорошие слова, когда ты видишь хорошую картину. Похвалить когда, себя не да, умеют люди. и похвалить себя как-то не умеем, представить себя не умеем. Вот этому ведь тоже надо сегодня учить. Не только учить, скажем, рисовать картину, а надо еще учить, как жить в сегодняшнем мире жесточайшей конкуренции. Постоянно. Так что вот. Рита Федоровна, что вы скажете? Столько много всего Ольга Ольга Валентиновна сказала, что в голове... Но я хочу с точки зрения цифровизации сказать, потому что это важный момент. Вот выставочная деятельность, мы всегда считали, и в своей деятельности это одна из ведущих, она является одним из элементов рефлексирующих как раз, но в связи с тем, что, во-первых, мало удаленность наших всех населенных пунктов, во-вторых, то есть они не могут приехать на выставки, посмотреть, скажем так, те произведения искусства, которые действительно на высоком уровне выполнены. Неважно, произведения искусства музыкальные, литературные, художественные, драматические, это разные, но они не могут это сделать. Так вот, площадка, которая была организована в рамках этой конференции, она позволила и методистам, и тем заинтересованным людям, родителям, ученикам, школьникам, вот моим студентам пройти на эту площадку и посмотреть. Там ведь очень интересный материал был. Очень хорошо, что он был перемешан. Я сначала возмущалась, потому что хотелось очень структурного момента. То есть это картины, это научно-методические разработки, это просто разработки. А потом я даже начала вот ловить кайф. Почему? Потому что наряду с произведением уже профессоров есть произведения детские. С научным, скажем так, научно-практической какой-то работой учителя идет работа методиста. И можно учиться в одного и второго тут же, рядом. То есть это не сравнение в плохом для моего, чтобы был диссонанс, а наоборот сравнение поучения такое, вот взаимодействие. Да. И вот мало того, дело в том, что так как это удаленный доступ, да, то есть никто не видел твою реакцию, и ты, ах, я вот здесь вот такой косяк, а это классно сделано. Очень хорошо, что там было еще голосование. То есть и комменты, которые можно было оставить. То есть этот вариант, потому что мы, опять же, мы, как Ольга Валентиновна сказала, мы не можем выражать до конца свои эмоции публично. И некоторые моменты, они, ну, скажем так, не скажу, что интимные, но вот они достаточно сакральные, чтобы их вынести. Но вот найти, поковыряться в своих там знаниях, незнаниях и увидеть вот так, это тоже позволяет. И этот вариант, опять же таки, мы понимаем, что занятость, например, ваших коллег, которые были со всей России, не позволили им присутствовать здесь и сейчас. Но вот та школа, которую они принесли, там было видно очень четко две разных школы, которые позволили говорить, что можно идти по одному направлению, по другому направлению. Причем результаты будут шикарные, что там, что там. Хочу второй момент рассказать. То есть это вот заочная часть, которая меня сначала вот такой эмоции будоражит. Второй момент, когда мы работали очно на секциях. Да чего же интересно. Ну, скажем так, по своему роду деятельности у меня в основном это научно-практическая деятельность, а тут люди пришли творческие. Они настолько богаты, вот не просто внутренним миром, а тем опытом, который у них есть, у них нет возможности где-то делиться. И я, честно говоря, сожалела, что в этот момент аудитория, ну вот, не забита до количеством людей. Да, была трансляция, это было, но вот это вот живое общение, как любому творческому человеку всегда хотелось вот тет-а-тет, вот мнениями, даже вот когда выходили скрипачи, вот открытие, да,
это прям вот воздух наполнился вот этой аурой, и все, и поплыло. И вот конференция как по маслу пошла. Потому что вот мы настроились на творческий лад. Потом, когда детки пошли, я вообще плакала, сидела. То есть такой чувственный настрой, что в научных конференциях большого такого формата, оно обычно очень жестко регламентировано. А вот это вот непосредственно творчество, выставки, которые были, а на следующий день мастер-класс, но мои студенты пришли вообще в восторге, потому что у меня нет возможности иногда в методике преподавания изобразительного искусства все показать. А здесь такая разноплановость, такая разнообразие, и мало того, это идет одновременно, и ты можешь везде побывать и посмотреть, это, конечно, кладезь. Такого формата конференции, я считаю, что она должна быть, и спасибо Наталье Геннадьевне. Я понимаю, что вы альтруист, что благодаря вашему внутреннему убеждению вот художественное образование, оно поднимается на новый уровень, на новый статус. И одним из доказательств это то, что вы подали документы, и вы действительно выиграли с Ольгой Валентиновной. Я благодарна вам, потому что вообще искусство как отрасль, она к ней немножко по-другому относится в общеобразовательной школе. Но на данном этапе мы, я думаю, давайте будем смягчать немножко углы, но на самом деле все учителя, все педагоги, которые занимаются и растят наше новое поколение, а оно сложное, потому что хочется с цифрой поработать, но тут же одновременно хочется и потворить в чем-то другом, в пластических каких-то материалах, в дикторском искусстве, музыка. И вот он не знает, как это соединить. Вот это у него, образование-то модернизируется, у него модернизация сознания происходит, и он не знает этот выход, как найти, а мы ему должны помочь. И я, конечно, надеюсь, что у нас когда-то в школах и в доп. Образовании появятся шикарные носители цифры, потому что они действительно облегчают жизнь. Я увлеклась, например, анимацией. Это же такой момент, где... Еще одна отрасль, которую я обожаю. И студенты, когда начинают в ней творить, а мы смотрим федеральный стандарт начального образования, а там прописаны компетенции по ИКТ, компетенции по, например, даже коммуникации, умение строить, обрабатывать материалы разного типа и вида. То есть там много всего прописано. И здесь, когда конкретный материал, все. Они в этом творческом процессе, и мало того, он же не один создает. Ему же нужно устраивать коммуникацию со всеми остальными участниками этого процесса. Это проектные вещи. Это только проектные вещи. Это проектные вещи, да, но тем не менее, я на современном этапе осмысливаю такую. Понятно, что у нас есть проектные задания. Мы с Ольгой Валентиновной об этом говорим. Да? С начальных классов формируются проектные задания. Они достаточно бывают простые, очень достаточно сложные. Но когда мы говорим об искусстве, ведь продуктом труда является у нас произведение. И уже не важно, оно материальное, оно духовное, произведение. И это же и есть проект. То есть мы к этому-то и готовим. Другое дело, что иногда педагог забывает про актуальность и проблему, чтобы через ученика это прошло. Да зачем я эту гамму, я сама музыкалку закончила, зачем мне эта гамма, зачем мне это зачем оно? А если бы мне объяснили, что это один из этапов, и почему, тогда бы оно выросло. И я благодарна, что мы затронули такую тему, потому что она очень разноплановая. Меня как понесет, я не могу остановиться. Она очень за сердце берет. Хочется, чтобы образование художественное у нас вышло на достаточно высокий уровень. И в поддержку Вите Федоровне хочется сказать, мы и за современные подходы в рамках цифрового обучения, но мы в первую очередь хотим сохранить технологии традиционные, чтобы они были академические технологии, потому что без них, собственно, само-то формирование личности-то и не происходит. Цифра, она дает информационное поле. Как средство. Конечно. Когда гамму Вита Федоровна научит и сыграет произведение. По цифре не выучишь. Нет, тут я могу поспорить. Как раз компьютерный вариант, извините, в музыкальном формате, еще лет 15 назад у меня знакомый написал, говорит, проверь. Я говорю, я уже так позабыл, надо поиграть, нечем поиграть. Нашли в интернете программку, не буду говорить, какую, вбили нотки. То есть мы вбили, выбрали аранжировочку, музыка зазвучала. То есть пожалуйста, это естественно. А нам нужна исполнительская еще, совершенно. Но какие-то элементы, понятно, что невозможно. Я когда... Это чисто обработка, аранжировка звука, возможно, да. Но когда звучат, например, или мы видим видеоряд определенный цифровой, я четко ведь слышно, где идут, извините,
вот, извините, скажу, не нравится современная озвучка старых мультфильмов, потому что там все на электронное, и это звучание скрипочек, которое там было, там, ну вот ужас какой-то. И голоса, да. То есть, когда там идут, тогда работали Представляете, актеры. насколько мы к аналогии привыкли. Аналогия, она сохраняет живость, аутентичность живость да? языка. Конечно, если звук скрипки, он же, если его тянешь, он же развивается, тембрит, он летит, а на звуке цифровом он просто без тембра ты и все. Но даже перекрашивают, когда И что мне хочется еще в поддержку сказать, еще вот это, потому что вот у нас как бы, я-то начала работу с всеми этими выставочными экземплярами, с учителями изобразительного искусства, но когда я столкнулась с тем, что проблемы художественного образования не только у учителей и педагогов изобразительного искусства, у музыкантов, у театральных режиссеров, у тех, кто ведет, у хореографа, и у них проблемы у всех с нами идентичные, поэтому мы стали поднимать вот эти вопросы взаимодействия, потому что в принципе решения, они находятся на виду, но чаще всего, может быть, твой коллега не всегда это замечает. А вот когда, вот как ты говоришь, вот эта условная куча, которую мы сделали, а на самом деле там не была условна, там было очень все продумано. Ну, конечно, я просто первично и не увидела, я хотела вот только такого, потом так, ну почему так должно быть? А оно и действительно, вот смысл там свой. Смысл там заложен был, чтобы в рамках определенной темы специалисты, начиная от дошкольного и заканчивая профессиональным, увидели, профессионалы увидели проблемы дошкольников и начальной школы, а дошкольники и начальная школа увидели, к чему они ведут в рамках профессионального образования. То есть, чтобы мы думали о том, что у нас оно сквозное, что мы являемся частичкой большой крупной работы, и чтобы мы не работали каждый сам по себе, а работали именно в тандеме. Да. Я тоже хочу добавить о тандеме. О тандеме, который Ирина сейчас Альбертовна. отсутствует, или, может быть, он разрушен, который, сказать о преемственности образования в области искусства в нашей республике Коми, в частности в Сыктывкаре. Вот. А именно о том, что наши выпускники после школы искусства не могут поступить в СПО в области искусства, потому что там решающим является конкурс аттестатов. Я вот это хотела обсудить вот на этом РМО. И все-таки хочу предложить вот колледжу искусств и гуманитарному колледжу пересмотреть свои правила набора и либо отменить, либо упростить этот конкурс аттестатов и сделать все-таки преимущество за творческими испытаниями. Потому что ни в одном колледже в России, даже в Кирове, в Ярославском художественном училище, колледж культуры и искусства, нету этого конкурса аттестатов. Он номинален. Есть у ребенка аттестат, значит, он имеет право поступать в СПО. Так ведь? А тут тем более область искусства. И, мне кажется, творческие испытания, они должны быть в преимуществе. Да. Да. Вот, например, в прошлом году на отделении дизайн колледжа искусств проходной балл по аттестату был 4,5. Представляете? Это значит, в аттестате половина четверок, половина пятерок. И все, это был самый низкий порог. Человек на место, да. Вот, то есть, получается, мы работаем зря в школах искусства, учим детей, они тратят вторую половину своего дня впустую, но могли бы они, конечно, подучить больше общеобразовательные предметы и получить приличный аттестат, хотя я считаю, что если у тебя все четверки, это приличный аттестат. Ну да. Да? То есть вот этот вот конкурс, я посмотрела и ФГОСы в СПО, и правила, которые опубликованы на сайтах, там нигде нету ни слова о конкурсе аттестатов. То есть самостоятельно, как каждый СПО, там написано, разрабатывает свои собственные правила приема. И я вот хотела предложить коллегам пересмотреть или упростить, или сделать это суммарно балл. Например, по рисунку живописи композиции у них просто зачет, не зачет. А потом конкурс аттестатов. То есть маломальски
наученный человек, да? Я вас услышала, Ну, да. например. На самом деле нам тоже это не очень удобно, но, насколько я помню, это требования федеральные. Я не правила видела. приема. Нет, нету этого Ну хорошо, требования. если вдруг что-то изменилось, я как раз в этом году являюсь ответственным секретарем приемной комиссии и собиралась вот на следующей неделе штудировать заново все законы, потому что я знаю, они часто меняются. Но позапрошлый год, когда я была ответственным секретарем, все эти правила приема я брала с федеральных требований, и там четко прописано, да, СПО вправе устанавливать вступительные творческие испытания, то есть если они требуются. Но там идет, именно было требование зачет, не зачет, что нам тоже очень удобно нашим педагогам, потому что как раз было Рейтинг хорошо был именно интересный. рейтинг выстраивать по Может быть, баллам. мы Ситуация поняли, набора, вот понимаете, острую А нам было так профессиональную четко школу. было написано, я не знаю, как у коллег. Может быть, это мы слишком буквально поняли эти требования, понимаете? Может быть, мы Потому что я когда мы задаем пересмотрю вот еще эти раз, вопросы, проанализирую, конечно, но Штиглица. насколько вот я знаю, что это было четко, и там было так прописано, Достаточно что зачет, важный не вопрос зачет. перехода на высшую Да, школу, не и только среднюю и что высшую школу. После Да. прохождения творческих вступительных испытаний, там в случае, что он проходит, вступает в силу конкурс аттестатов, и у нас в правилах приема это есть. Потому что когда я Да, задавала возможно. такой вопрос в других академиях и в колледжах, они на меня смотрели, спрашивали, о чем это вы говорите, какой конкурс аттестатов. То есть у них номинальный, то есть по самому последнему они ставят вот этот проходной балл, по самому последнему аттестату. И все, вот он у них проходной. Допустим, Нет, ну, насколько 3,3. я Вот у кого понимаю, самый минимальный, высшее они его и учебное ставят. заведение по ЕГЭ, самое большое кажется, количество Ольга баллов. Вячеславовна, можно я, собственно, все-таки должна об этом сказать? Мы не зря поднимаем вопросы художественного образования, и, наверное, это в наших силах определиться вот именно с тем вопросом, который сейчас подняла Ольга, это Ирина Альбертовна. Почему? Потому что у нас сейчас мы не сводим специальность до уровня примитива. Или мы все-таки берем детей с подготовкой, а у нас художественные школы готовят, дают базу, и определяем позицию того, что ребенок готов к получению именно творческих специальностей, именно творческих. Я скажу так, что когда я училась в школе, я не была идеальным ребенком. Да я тоже Я не была идеальным, да. Мы бы ни Лисовского, ни Никого бы не художников видели бы бы, не если бы мы только делали акцент на наших, Я думала, извините, я думала, общеобразовательных предметах. Вы думаете, что я против? Мы начинаем расти, когда мы входим в профессию. Мы вошли в профессию, это наше любимое дело. И тут уже, извините, мы как профессионалы изменяемся, растем и развиваемся. Вот как раз я хочу в поддержку тех детей, которые талантищи и не поступают. Это бывает за них очень Коллеги, обидно. наверное, здесь все-таки, может быть, ну, не знаю, от нашего, так сказать, комитета выйти на профессиональное дело нашего Министерства образования. Да, и с предложением. Мы же, пожалуйста, Предложением, да. с требованиями тех, Понятно, кто что требования спускается все на равно нас надо выполнять. Ну, да, но как предложение да, мы но можем предложение. Как можно, скажем, может быть, что-то изменить? С учетом в составе, специфики который республики, да, да, опять чтобы же, у нас творческие был дети для останутся. творческих детей. Чтобы, да, у Вот нас... это направление поддержка одаренных детей и поддержка именно творческих специальностей. Да. Это ведь Это особый круг, прекрасно, это особый круг направлений, потому что нужно федеральными данными. У вас учитывается, ну, мы знаем, что сейчас уже создан реестр при Министерстве образования Республики Коми одаренных детей, да? Учитывается ли это при поступлении? Ну, это получается, те же дети туда входят в реестр, те дети, которые участвуют у нас в мир, в котором мы живем. То есть мы же и подаем эти. Они, конечно... Не только, не только Понятно, я вот там хорошо же живем, там масса конечно, конкурсов, есть, да. там целый реестр И конкурсов. у нас есть там, да, теперь вот это появилось только в прошлом году, в правилах приема, опять же, спустившиеся с Росфедерации, Российской Федерации, что учитывать определенные достижения в творческих конкурсах. Но это уже после прохождения всех вступительных творческих испытаний. Вот я тоже это хорошо. еще Опять же, почему поднимаю вопрос уровневых конкурсов? Опять же, вот вопрос моего результатов. Почему я говорю не просто конкурс как таковой, вот мир, в котором я живу, а в том, что вот эти системы уровневых конкурсов позволяют нам отслеживать одаренных детей, начиная с дошкольников и заканчивая, извините, профессиональными образовательными организациями. И в рамках уже этих конкурсов, если это республиканские
республиканское пространство, они входят в реестр одаренных конкурсов, мы уже можем определять тот уровень детей, которых нам надо обучить профессии. Обязательно обучить. Вот это, и на обучить бюджетной профессии основе. на бюджетной основе. Ну вот еще, вот, например, в ваших правилах там написано, что учитываются. Я вот специально прочитала вот перед вот этим круглым столом. Учитываются результаты там, да, федеральных конкурсов и международных. А почему-то республиканских? почему-то республиканских нет? Ну, я еще раз говорю, Да. это мы можем внести. Это Да. уже вправе мы сами внести. То есть, конечно же, я говорю еще раз, я со следующей недели как раз запланировала работу на вот этом, на сайте. Вот как раз вот пример. Так что видите, как хорошо, что это Вот всё эта происходит. система вот этих конкурсов. Хочу высказать Да, да, по этому да. вопросу, потому что на самом деле есть Да, Анастасия федеральные- Владимировна, пожалуйста. Да, Да. федеральные документы нормативные. Давайте мы, собственно, к ним и вернемся. То есть порядок приема средней профессиональной образовательной организации определяется на основании основных двух документов. Это закон об образовании 273 ФЗ и, соответственно, порядок приема по специальностям, профессиям среднего профессионального образования. То есть два основных нормативных документа, на которые мы опираемся. Соответственно, в законе об образовании определено, что поступление в вузы идет на конкурсной основе, а поступление в получение образования среднего профессионального имеется на общедоступной основе можно получить. Но есть оговорка: в случае наличия нескольких претендентов устраивается конкурс конкурс на аттестата. основании получения основного общего. Ну вот я понимаю, я говорю, вот если... То есть это исходя из закона об образовании. То есть мы этот закон нарушать не можем. Поэтому в основе порядка приема по специальностям, профессиям среднего профессионального образования лежит конкурс аттестатов. Ну а далее есть отдельный перечень специальностей, профессий творческой направленности, по которым могут быть вступительные испытания. Вот у нас исключением является графический дизайнер. Несмотря на то, что, казалось бы, творческая профессия, порядком приема не предусмотрено творческое испытание. Поэтому мы вынуждены осуществлять прием на основе конкурса аттестатов. В следующем году у нас будет первый набор по специальности изобразительное искусство и черчение. В связи Вот в этом с тем, году, что да? В этом нам году. дали в этом году, да, контрольные цифры приема 25 мест в связи с большой потребностью кадров, то вот по этой специальности уже будут вступительные испытания, творческая направленность. Что очень важно. Наконец-то у нас вернулись, что у нас учителей не хватает. Ну, вот что касается порядка приема нас, получается, по зашкаливает. специальностям среднего профессионального образования, он не предусматривает вот как раз зачет, не зачет. Он говорит о том, что мы организации среднего профессионального образования можем вводить творческие испытания. То есть Творческие вот испытания, этот момент, говорим, соответственно, учитываются и творческие конкурсы аттестатов. Поэтому вот эти два документа мы нарушать не можем, и исходя из этого... Почему-то как-то другие колледжи это обходят. Ну, Почему-то я не знаю. давайте так. Мы не будем сейчас о чем. Я говорю, что я вот- не будем я знаю, что я спорить. Вопрос, проблема устанавливалась на поднята. законе, Да, да. проблема поднята. Проблема, вопрос, который мы, может быть, даже и внесем как элемент обсуждения на уровне ведомств. Да, может быть, нам надо будет включить этот вопрос. А то, что у нас вот очень приятно, что у нас присутствуют представители СУЗов, потому что на сегодняшний день ситуация складывается такая, что дети пошли именно на среднеспециальные. То есть они пошли за профессией, а уже потом они идут в вузы. И поэтому, конечно, заинтересованность очень высокая. Просто я и прокомментирую сейчас Ирину Альбертовну и Анастасию Владимировну в силу того, что каждый вы живете. Опять же, я опять же поднимаю вопрос. Мы каждый живем в своей сфере и сами по себе. Понимаете? Вот эта нормативная база, которую мы используем, у нас она не определяет системы взаимодействия, которые нам надо выстраивать. Понимаете? Вот суть всех наших мероприятий – это выстраивание этих взаимоотношений. Вот и конференция, она направлена была на то, чтобы мы начали выстраивать эти взаимоотношения, чтобы мы наконец начали находить точки, где у нас болезненно, где мы не можем найти ситуацию состыковку, почему так происходит. То есть или мы все-таки готовим специалиста творческого направления, специалиста, который приходит в культуру, а готовит его в большей степени образование, а человек приходит в культуру и работает в культурных организациях. И то, что образование к искусству, говорят, ну вы же какие-то такие вот нестандартные.
Ну, я бы не сказала, что мы не стандартные. Пытаются нас под стандарт сводить. Да, нас пытаются сделать под стандарт, хотя нас не надо под стандарт, да. Да, нам не надо нас ломать. Нам дайте просто спокойное поле деятельности, и будет у вас результат. Суверенитет. Да. То есть, вот просто мы договаривались, что мы в течение как бы вот получаса поговорим. Если есть еще что-то сказать, потому что у нас должны уже убежать Ольга Валентиновна и Вита Федоровна. Но, собственно, мне бы хотелось, конечно, сейчас говорить не о профессиональной школе как таковой, а скорее всего о конференции, потому что нам хочется узнать ваше мнение о конференции. То есть сейчас то, что вопрос Ирина Альбертовна задала, я должна их еще похвалить, потому что они колоссальные вот этот шоу сделали. Настолько мы с Ольгой Валентиновной были в восторге от того, насколько было видно, как формируется метапредметная составляющая у ученика в рамках этих шоу. То есть это был просто показательный... Просто я хочу тут немножко добавить. Вот показали так, как можно открыть выставку и как привлечь к ней учащихся. Не просто вот привели, да, вот посмотрели картину, что-то сказать, а именно сделать как праздник, да. Ну, вот это и есть презентейшн, да. то есть И как радовались правильные. дети, чьи картины показывали, да, это надо было просто видеть. А что самое важное, это диалог между преподавателями. Конечно. Диалог между разных сфер. Да, то есть Да. театралы с искусством. Им пришлось найти Вот она точки интеграция, это же соприкосновения. замечательно. Потому что мы обычно каждый свою дуду и каждый свое хочет вынести вперед. Поэтому чем больше интеграции, тем больше будет эффекта. Вы сами как вот коллеги, вы, конечно, вот спасибо Жуковой Надежде Александровне, она там провела колоссальную работу, что было очень много участников с колледжа гуманитарного, да, вот, я знаю, что вы еще не до конца не поняли суть этой конференции, потому что... Нет, не то, что не поняли, но да, в силу объективных причин у нас, конечно, мы не так активно приняли участие, хотя, ну, хотя бы художники у меня Нам надо было... дизайн поучаствовали, и вот кто смог, то есть, да, конечно, я пропагандировала, могу честно сказать, но вот так получилось. Но я думаю, что в следующий раз обязательно мы уже более активно примем с педагогами. То есть наша задача сейчас хотя бы продвинуть сам вот этот результат, чтобы было понятно, что нам надо так собираться, нам надо так общаться, нам надо такие мероприятия организовывать и ставить, потому что у нас появляются какие-то диалоги. Я хочу сказать для тех, кто не был и не участвовал, важный момент и отличие от всех других мероприятий – это не формализм. Это важный момент. Несмотря на то, что это да, если творчество, но оно тоже бывает формальным. Это не формализм всего мероприятия. И это очень приятно. Искусство, оно имеет тоже рамки. Да. Оно все имеет. Только мы хотим, чтобы оно было структурировано так, как нам надо. Поэтому живое было. Да. Чтобы оно было живым, и то, что она задевала в первую очередь чувства. Да, вот на самом деле мы это же формируем чувственное чувственные состояния человека. Просто еще нам, конечно, на будущее нам надо как можно больше пригласить тех как бы преподавателей, у которых как бы частные предприятия, вот, ну не знаю, как назвать, которые Были такие участники. Они были, их было немного. Немного. Они ведь сегодня огромную роль как бы играют. И я смотрю, вот, скажем, по хореографии у них без конца идут конкурсы, и там очень много вот участвует детей, тех родителей, которые как раз... Хотя бы «Зимушка-зима» сейчас вот Да. конкурс колоссальный прошел. А вот почему бы не пропиарить этот конкурс на нашей конференции? Это была возможность, пожалуйста, показать ему этот конкурс. Показать этот Может проект. быть, пока они еще это недооценили. Я думаю, наверное, оценка это произошла немножко недопонятость, неосознанность, да, всего формата и всей вот как возможности, да, то есть люди немножко слово конференция воспринимают действительно вот как формальный такой вот доклад, все, сухость, которая, ну, так и все, и пошли дальше, а никто не поняли, что действительно это... это было творческий первый раз. процесс. Я думаю, что для первого раза, я уже говорила, что это просто событийное Ну, всё равно мероприятие очень для хорошо, даже республики. Да, Ну, и в я рамках думаю, что проекта отклик практически, будет, педагогического да. проекта у нас прошла конференция. Мы опробировали саму площадку, мы ее буквально собирали на глазах, в ваших глазах собирали эту площадку, потому что электронная база требует определенных задач. И спасибо у нас вот эти наши программисты, которые помогли нам эту площадку организовать.
Вот просто большое им большое спасибо. Анастасия Владимировна, вам все-таки дам слово. Я Виту Федоровну сейчас извините, отпускаю, пожалуйста, да? Но вам мне слово надо еще, потому что мне хочется тоже ваше мнение услышать. Удачи вам. От лица Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа мне бы хотелось, конечно, поблагодарить в первую очередь Наталью Геннадьевну как инициатора этой конференции и отметить позитивный опыт сотрудничества с коллегами, с университетом, с гимназией искусств и с колледжем искусств. На самом деле все являются нашими партнерами. Нам очень приятно, что начинается такое эффективное межведомственное сотрудничество, и хочется его продолжать, потому что мы уже вели переговоры с директорами этих учебных заведений. Я думаю, что на самом деле мы не конкуренты, а партнеры друг друга. Мы действуем в одном направлении. Наша цель — сделать этот мир прекраснее, дать прекрасное образование, поэтому хотелось бы, профессионалов. конечно, продолжить сотрудничество. А для всех остальных создать эстетическую среду. В ведомственном пространстве, поэтому, конечно, благодарю коллег от лица нашего учебного. И вашу активность все-таки я хочу, чтобы вы мне помогли в рамках республиканского метода объединения, потому что музыканты ваши, вот еще, мне кажется, надо привлечь ваших музыкантов, потому что не только педколледж имеет музыкальное отделение, но у вас, потому что методическая площадка музыкального образования, я как профессионал не могу влезть в полной мере в эту среду. Мне нужен человек, который в этом все-таки более широко и более глубоко разбирался. И я с радостью приму его помощь, потому что вот сейчас площадка, о которой нам сказала Галина Владимировна, это музыкальное образование, музыка, площадка музыки. Там тоже будет среда для обмена опытом и для показа своего лучшего опыта. Я думаю, что нужно уже принимать участие, готовить, давать, пусть не доклады. Я вообще считаю, что мы визуалы. И я Кинестетики, потому что чувствами живет. Смотрите, а вот когда я готовила, все наши коллеги все говорят, да я не могу писать, я не могу там это все Я такое. сразу говорила, что мои педагоги – это мастер-класс. А на самом деле площадка предоставила такую возможность, что можно было доклад предоставить в форме визуального доклада. И вот когда у меня люди приходили, и когда я говорила, вот можно вот так и так, они говорят, а что так можно? Я говорю, можно. А вот так и так можно. И так можно. Мы все эти площадки предусмотрели. Вплоть до того, что можно было просто сесть и с друг другом поговорить, и это могло быть докладом. Понимаете? Провести урок открытый. Да, формат абсолютно свободный. Мы предложили как раз вот все эти форматы. И просто вот когда люди, когда начинаешь объяснять вот эту структуру и содержание конференции, и объяснять, что не надо бояться, не надо иметь страхи, надо показывать, что вы люди опытные, знающие, умеющие. Но просто вот сегодня такое вот время наступило, визуальная информация. И мы должны этот формат как раз использовать. У нас же был опыт на сайте, показывали музыкальные произведения, как они играют, почему очень замечательно, да, как они обучили своих учащихся, как они играют. Это тоже возможно это было. Же возможно, в данном Я вообще случае. вот могла бы предложить такой, если формат, допустим, на мои извините, да, мы уже как родной колледж, преподаватели нашего колледжа очень активно мы взаимодействуем с детскими школами искусств, то есть это постоянный выезд, мастер-классы, консультации, концерты, то есть вот преподаватели работают с ребенком из детской школы искусств, и тут же выявляется какая-то проблема, и идет отработка на определенных упражнениях, то есть это уже показ взаимодействия. Конечно, так это надо было и показать. Это есть опыт работы. Я говорила, они не понимали, что как, надо же что-то писать, а педагоги, да, вот у нас практики, они больше. Вот это для них в неограниченном количестве, пожалуйста, они сколько Все, мы угодно. преимущества. Мы выезжаем за пределы республики постоянно преподавать. Дело в том, что я сталкиваюсь со многими школами искусств, и с музыкантами сейчас стала взаимодействовать, и с хореографами, и режиссерами. Я вижу, что не обязательно как бы писать, не всем дано вот это вот умение написать. Но ведь можно высказать, цитатно или, допустим, тезисно, или можно выступить буквально структурно, просто прокомментировать фотографии, которые вы можете показать. И это тоже легко да. прокомментировать. То есть вот как мастер-классы форматируем, точно так же можно форматировать доклады. Геннадьевна, вынуждена
Я с коллегами прощаюсь, я, кстати, за сегодня не может, но если вы хотите выслушать информацию, которую я дам для членов РМО, она вам будет актуальна и полезна. Вы можете просто посидеть со мной, поддержать меня, а потом буквально это всего минут на 15 я... Да. Коллеги, до свидания. Да, у меня просто идет информация, но дело в том, что эта информация нужна для того, чтобы мы продолжали с вами взаимодействовать, и я все-таки хочу напомнить всем членам РМО, первое, о том, что в Клеро есть площадка для выставок персональных, и я сейчас обсуждаю вопрос с вашим директором по поводу того, чтобы кто-то из ваших преподавателей принял участие именно в выставочной площадке. Да? То есть, когда есть возможность показать не на уровне только профессионалов, но на уровне педагогических работников, потому что эта среда позволяет нам воспитывать среду педагогов, которые не всегда с этим связаны. Да, я тоже хотела внести предложение, чтобы в следующей конференции другие педагоги посмотрели, как педагоги искусства тоже работают. Да? Как можно к нас притянуть к предметным их результатам. Самое-то интересное, что я ведь не ограничивала количество участия в конференции. То есть не обязательно можно было принимать участие, что ты обязательно педагог искусства. То есть это и воспитатели, это и классные руководители. Это, к сожалению, вот эта площадка вот такая многоуровневая. Наверное, у меня еще не хватило сил это все охватить. Но мысли, кстати, очень нужная, потому что... Ну ничего, мы теперь уже сами тут. Теперь вы уже можете меня поддержать, и вы можете рассказать коллегам, кто не принимал участие, и мы можем уже подтянуть другие и СПО, и ВУЗ можем подтянуть к этой площадке, зная, что это как раз та среда для нашей общей коммуникации, это позволяющая нам выстраивать взаимодействие друг с другом. Если так несложно сказать, когда будет следующая конференция планируется? Так быстро не готовится конференции, нет, конечно. То есть есть единственное, вот что я вам говорю, вот у меня ежегодно, то есть не ежегодно, я провожу в системе биеннале, провожу выставку-конкурс. Или я его называю не выставка-конкурс, называю выставка-фестиваль. Вот как раз это в рекламе сегодняшнего РМО. Сейчас я вам скажу, что педагогический вернисаж «Пути творчества» – это среда, первая среда для позиционирования профессионального сообщества. То есть конкурсное пространство связано с тем, что мы отбираем все-таки более качественный материал. Эта выставка не ограничивает участие только профессионального сообщества. То есть там есть площадка, которую мы называем не профи, а хобби. Дебют кто-то. И дебют это для молодых. А площадка хобби, в котором могут принимать участие педагоги любых абсолютно направлений. Но если у них есть какое-то творческое занятие любимое, там кто-то сочиняет стихи, кто-то сочиняет музыку, кто-то играет на фортепиано, кто-то пишет картины. Пожалуйста, в этом педвернисаже мы можем принимать участие. Музыкантов в прошлом году я подтянула педколледж, чтобы они принимали участие именно вот как в творческом здании исполнительское. Исполните романс, исполните, если вы инструмент, то инструментальную пьесу. Покажите. Я не скажу, что идет очень жесткий отбор в этом фестивале. Цель показать, что мы профессионалы, мы владеем исполнительским искусством. И, естественно, на выставке и на конкурс попадают те, и они неограниченные победители у меня являются те, которые достойны, чтобы мы их посмотрели. Понимаете? То есть это не такой жесткий регламент выбора. Вот педвернисаж у нас будет проводиться, вот, начиная с сентября, я начну уже, собственно, собирать работы. Опять заработает площадка педвернисажа. И есть там еще одна площадка мастер-класс. То есть исполнительское мастерство в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Первое направление. Второе – музыкальное исполнительство и творчество. Третье – это мастер-класс. Вот эти площадки сохраняются. Сохраняется ситуация профессионал, дебют и хобби для всех. Да? То есть это можно, по сути дела, привлекать к участию в этом педагогическом вернисаже любого работника. Даже если у вас есть завучи, которые занимаются только бумагами, но при этом они приходят дома и что-то вяжут, и решают, и делают, они могут стать участниками нашего
педвернисаж. Вот это первая рекламная такая информация, которую я хотела сказать, это о том, что я с сентября запускаю наш конкурс-фестиваль «Педагогический вернисаж. Пути творчества». То есть это вот он раз в 2 года. Я не хочу, чтобы он тоже был такой ежегодный, чтобы он не замыливал глаза, не требовал жестких регламентов подготовки материалов. Поэтому вот такой материал. Второе. Значит, мы сейчас реализуем проект, который называется «Культурный норматив школьника». Я думаю, что это очень важно. И вот 19 февраля в 16 часов я буду проводить вебинар, где я познакомлю с сайтом культурного норматива и немножко объясню алгоритмы, как можно, в общем-то, принять участие на уровне республики, потому что это межведомственные проекты, это в первую очередь проект культуры, а я задействована только как условно модератор сайта, но тем не менее там есть проектная часть, в рамках проекта проект, который называется «Культурный дневник школьника». И вот мы будем говорить о культурном дневнике, поэтому я приглашаю 19 февраля в 16:00 на вебинар. А ссылка на вебинар на сайте Крило в видеозале, можно найти ее, зарегистрироваться и посмотреть. Уже Галина Владимировна проанонсировала 12-13 марта, где я жду вашей помощи и вашей поддержки. Сейчас будет формироваться программа, поэтому я жду ваши выступления, предложения. Письмо у меня уже про информация и письма уже представлены в РМО, представлено в педвернисаже ВКонтакте. Жду, когда эта информация появится на сайте, на 8-м сайте института. Да? То есть на сегодняшний день она должна опубликоваться, может заглянуть, и, наверное, я сделаю рассылку через отделы культуры и отдел образования, мы сделаем рассылку на это мероприятие. Ну и то, что я вам сказала, это о том, что у нас есть площадка для презентации художественного опыта. Я думаю, тут нужно презентовать не только художественный изобразительный опыт, но и музыкальный, потому что в прошлом году на базе Крило прошло 3 концерта музыкантов. Ну, также у нас есть большой опыт, когда выставки... Да, или когда у нас... Оформление музыкальных выставок. Да. Поэтому это можно вот такие вещи говорить. И очень важно, а потом говорю на каждом РМО, и сейчас лишний раз подчеркиваю, особенно при коллегах говорю, что методическая копилка, которая существует в рамках республиканского метода объединения, позволяет опубликовать материал на уровне республики, любой методический материал. Музыкант, хореограф, преподаватели, режиссеры. Да, то есть особенно те, которым предстоит сделать портфолио и найти именно хороший, качественный уровень публикации материалов. Да? То есть туда можно зайти, посмотреть, какие материалы публикуются, каким образом они представляются, потому что я их поправляю при случае, я помогаю поправить эти материалы, чтобы они были презентабельны с точки зрения научно-методического содержания, рассматриваются. И таким образом у нас накапливается база методических материалов. То есть там есть и проекты, там есть интересный опыт творческих работ, там есть интересный опыт работы дополнительного образования и каталоги, которые у нас делаются, мы тоже их можем, в принципе, публиковать. Если они прошли публикацию где-то, то опубликовать и повторить этот опыт, закрепить этот опыт условно на уровне республики, это только хорошее право. Да. Участие какое-то интересное, участие новостное, тоже я жду новости, потому что я не могу всех новостей знать. То есть зависит от того, мне присылают новость, я ее, в общем-то, публикую. То есть зависит от того, насколько активно вы будете, особенно это касается муниципалитетов республики, потому что на сегодняшний день еще мало кто из муниципалитетов мне предоставляет информацию. То есть мне бы хотелось, чтобы и дальние регионы, это Интинские районы, и Воркута, и Печора представляли материалы. Вот сейчас Ухта стали представлять материалы. Да, то есть вот такой вот материал можно. И еще один, проект, который я уже опубликовала в рамках РМО, он не всем подходит, но тем не менее он достаточно интересный. Это макариновские чтения, это всероссийские макариновские чтения. Они будут интересны тем, у кого есть школьное производство. Особенно сувенирные. Ирина Альбертовна. В силу того, что там, в этом году он пройдет в Нижнем Новгороде, недалеко от нас,
Очень хорошее чтение. Там представлено письмо информационное для участия в макариновских чтениях. Это воспитательное пространство средствами трудовой деятельности. Но, тем не менее, у нас есть декоративно-прикладное искусство. И такое. Мы тоже можем такую работу проводить. Ну, собственно, вот такая информация. Ее немного, но она нужна, мы над ней сейчас работаем. Я жду, опять же, обратную связь в том плане, что мы уже 3-й год об этом говорим. Я очень открыта для диалога. То есть жду, когда мне будут присылаться готовы, особенно когда мне готовый материал приходит, особенно с научно-методического отдела, если будет приходить материал, я с удовольствием буду публиковать. Мне меньше работы. Вот, поэтому давайте дружить. И я думаю, что наконец-то средние профессиональные образовательные организации поймут, что здесь ваши соратники и друзья. Я наконец-то найду людей, которые будут мне помогать и поддерживать. И мне будет очень приятно, что у нас будет формироваться профессиональное сообщество в области художественного образования. Спасибо большое. Я думаю, мы на этой ноте заканчиваем. Было замечательное мероприятие. Я очень рада. И, пожалуйста, звоните, пишите. Мы вам всегда рады. Следующий РМО мы планируем где-то в апреле. И, скорее всего, это РМО будут проводить у нас музыканты. Спасибо большое. Вот так вот. Вы будете проводить.